Дуже народу. Треба туди трошки віднести, тому що тут і так буде шумати. А он пришел мне наказ дать. Если я помимо него Значит, ситуация зараз такая. У Москве каля Верховного Совета РСФСР отбылся митинг, где собралось 1 миллион человек. На бок демократов и на бок Ельцина еще до митинга перейшли Розанское учение десантных войск и Таманская дивизия. Зараз они окружили Верховный Совет РСФСР, танками заняли круговую оборону. Сегодня вы молчите, завтра вас отдадут приказ стрелять свой народ, ваших отцов, матерей, братьев, сестер. Выбор надо делать сегодня. Вы не давали присягу защищать номенклатуру КПСС от гнева народа. Мы не имеем юридического права выполнять приказы, исходящие от неконституционного органа, отстранившего от власти президента СССР, бюро ЦК КПБ, теперь выступила с заявой о поддержку хунты. Усе способи у оборону Конституції, у оборону нашого життя, у оборону законів, накерованные супроть хунты, справедливые и законные. Мы можем и бастовать, и выступать, и мы правы. Я пока не знаю, я знаю то, что вы знаете. А домыслами я пользоваться не могу. уже говорят, бывшие ГКЧП уже. Все, продали, все. И я ничего, никем не командую, Боже упаси. Народ сам должен знать. Уже передали бывшие ГКЧП. Берут ваши. Мы уже все знаем вас, хорошо найдем. Не спрашивайте. А так нехорошо говорить. Надо пугать народ, не надо, не так. Ну ладно, выпустим его. Зачем так? Надо искать. Вновь преступная шайка решила преступно действовать. И ведь вы посмотрите, их поддержали только бандитские режимы во всем мире. Хусейн, ливийский Каддафи. Их не поддержал ни один цивилизованный режим. Потому что это бандитская власть. И они могли найти сочувствие только у равных себе бандитов. Апошні звестки, які отримала редакція «Доброго вечора», уже офіційно по каналах ТАСС у 17:15. Путчисти запросили політичного сховища у Ливії. Прошу уваги. Это еще не все. Самолет, на яким вылетело 8 зловщиков, спробовали затримать у Киргизии. Але самолет зимі вилетів за межі СССР, подлетел до межі у Ливии, и опошні звестки, что Каддафи отмовился их принять. Это еще не все, прошу вас. Тише. Поведомлено, что вечером Горбачев повинен быть в Москве и Максиму выступить о 21 године по центральному телебаченню. Есть так само меркование, что и этот самолет путчистами завернутый назад
і, магчыма, яны сёння будуць і арыштаваны. При ўсёй відавочнасці таго абсурду, які трапіла Верховная ўлада Рэспублікі, прыйшлося Президиуму принять решение скликать нечерговую надзвычайную сессию Верховного Совета Беларуси с 12 годин в субботу в первый день, 24 числа. Что тычется Ельцина и других, мы вельми ценим ягоный вклад в разгроме этой системы, но громить что-нибудь и створать новое – это ситуация роз. Вы знаете, что вокруг Ельцина люди розные. Я не верю, что все они стали уже демократами за этот час. И мы хутчэй прыйдзем до демократии, у нас просто дрэнны ўлад. Але это процесс. Будучыня, конечно, будет за теми людьми, якія маюць на кого обопертись. Трэба идти только в той союз, в котором выиграешь.